Все началось с простых игр во дворе, а со временем переросло в серьезные соревнования международного формата. В них участвуют представители Мурманской области, Северо-Западного федерального округа и стран Северной Европы. Я играю в Юкигассен с 2006 года и могу сказать с уверенностью, что эта игра объединяет людей независимо от их возраста, профессий и увлечений. Когда-то это было просто развлечение, но сейчас ее можно назвать профессиональной. Игра развивается, появляются новые команды, растут требования к участникам, появляются новые правила. Что-то необычное происходит с человеком, когда он надевает шлем, номер и готов вступить в бой. За время проведения Мурманского чемпионата в нем приняли участие почти 2800 человек, а в среднем это около 260 команд. А сколько было сыграно игр, даже и представить сложно. Можно сбиться со счета. Мы лучше! Луна лучше! Первый раз участвуем, нет? В этом турнире, да. А в каком до этого участвовали? Просто собирались и играли. Во дворе, да? Весело время проводили, да. Играли во дворе, думали, что Юкигассен. Думали, да, что Юкигассен. Оказалось, нет, оказалось, по правилам надо. Вот он как. С чего вдруг такое желание возникло? Желание великое, оно уже второй год, и наконец-то мы принимаем участие. Очень хочется, очень собрать. Мы все коллеги, у нас дружная, хорошая компания. Норильский никель, приглашаем молодых. Норильский вперед! Среди участников есть как начинающие спортсмены, так и опытные профессионалы. Например, титулованная команда 1337 из Архангельска. Для нас это спорт, который в приоритете всего просто. Это та игра, за которую мы просто боремся, и боремся как и за развитие, так и за первые места. В этом году команды распределены на две лиги. Одна для начинающих, а другая суперлига для матерых спортсменов. Игры проводились на площадке одного из торговых центров Мурманска. У нас получается площадка на верхнем поле и площадка на нижнем поле, дабы того, чтобы на полях не происходила каша-малаша, потому что когда один кидает, другой свистит, игроки начинают как бы на другой свисток реагировать. А тут, получается, эти команды на этих судей реагируют, на нижнем поле, соответственно, на своих. Между играми можно заниматься вот такими вот вещами, перетягивать друг друга. В данном случае два капитана из двух разных команд пытаются перетянуть кто кого. На команду необходимо слепить 90 снежков. Можно и меньше, но тогда велика вероятность, что они закончатся в самый неподходящий момент. Огненные шары будут очень. Огненные, не больно будет таким попасть? Очень больно будет. Сейчас немного расскажу вам об особенности игры Юкигассен. На поле соревнуются 14 человек, по 7 в каждой команде. Как мы видим, площадка практически открытая, но на ней есть несколько искусственных ограждений. 3 с одной стороны, 3 с другой и 1 посередине. Они служат неким щитом для игроков. Все роли в команде распределены. Есть нападающие, а есть и те, кто снабжает всю команду снежками. Они сидят у последнего бордюра и просто вот так хоп и подкидывают комочки. Для кого-то это спорт, для кого-то веселое времяпрепровождение, а кто-то просто шел мимо и решил остаться посмотреть. Но для кого-то Юкигассен – это семья и любовь. Знакомьтесь, Алексей и Елена. Их любовь возникла прямо на соревнованиях. Расскажите эту замечательную романтическую историю, как это произошло. Ну, за рассказ отвечает Леша, он лучше всех, мне кажется, помнит, как бы это ни было странно. Ну, дело было в таком 2008 году. Вот, сыграли мы турнир команды «Ленин», мы выиграли, супруга судила. Потом они вместе поехали в Норвегию, после была свадьба, а затем и дети. Чемпионат проходил в течение 2 дней. Из 24 команд должна была остаться только одна. Именно она и отправится в соревнования в Норвегию, где будет представлять всю Мурманскую область и Россию в целом.